3000 лет как один миг. Классический театр зародился в Древней Греции еще до нашей эры. Шли века, менялись государства, но неизменным оставалась любовь зрителя к сцене, на которой актеры каждый день проживают жизнь своих персонажей. И сегодня в постановке Ахмеда Льянова они видят всю историю мирового театра в исполнении звезд ингушской сцены. Мы все объединены одним понятием театр. Но у каждого своя специфика работы. И с учетом этой специфики мы подбирали и ведущих. Потому что, если это национальный театр, он должен был выходить черкесский. Если это мы возвращаемся от Древней Греции и попадаем где-то в Средневековье, значит, человек должен был в камзоле в каком-то. И, конечно, последний театр должен был уже выступать в современных вещах. ТЮЗ, студия Берт, русский драмтеатр имени Базоркина. На одной сцене одновременно встретились лучшие актеры республики. Ведь 27 марта для них особенный Всемирный день театра. Поэтому, помимо аплодисментов и цветов, актеров сегодня ждет еще один приятный сюрприз. Театр обязательно должен не просто существовать, а жить, созидать, развиваться для того, чтобы наша культура, наше искусство становилось в ряд ведущих субъектов, потому что уровень развития театра также определяет уровень культуры каждого субъекта. Поэтому сегодня мы будем отмечать и почетными грамотами, и благодарностями, и, конечно же, денежными премиями, и, конечно же, ценными подарками наших руководителей театров. Представление состоит из отрывков разных спектаклей, не раз приносивших ингушским театрам победы на творческих конкурсах. Разогреть зрителя поручили ТЮЗу, который в одной миниатюре показал всю историю становления Ингушетии. Далее национальную тематику продолжает студия Берт. Зрители слушают, затаив дыхание. Умар Богатырев в театре сегодня впервые. Посетить представление посоветовали друзья. Для него театр стал открытием, признается Умар. Человек, привыкший к кино, он тем не менее насладился постановкой и даже определился с фаворитом. Барт, который выступал в театре, вот это мне очень понравилось. Сценка, где жена тоскует, там плачет, мужу, очень смеялся. Для самих актеров профессиональный праздник, как второй день рождения. Еще один повод выйти на сцену. Отвечая на вопрос о конкуренции за любовь ингушского зрителя, артисты отмечают, соревнуются они только с коллегами из других регионов. Так как у меня основная работа – это работа с детьми в театре юного зрителя, мне кажется, все, что я сделала за эти 36 лет, вот сегодня в зале сидят дети, которые к нам приходили на спектакль, они уже вполне взрослые люди. И сегодня они пришли со своими детьми. Наверное, это самый большой подарок и самые большие аплодисменты и овации вот именно для меня как актрисы. Как братья живут семьями в одном доме, наверное, так же, потому что, что нам делить-то, Господи, у каждого свой путь, своя ниша, и мне кажется, это здоровая конкуренция, она, наверное, должна быть. Но у нас здоровая конкуренция, скорее всего, с другими театрами других регионов и так далее, потому что мы, выезжая на фестивали за пределы республики, должны показывать самое лучшее, достойно представлять нашу республику. Это главная задача. Уже сегодня театральные труппы разойдутся по творческим студиям, выйдут на привычную сцену, чтобы завтра продолжить радовать каждый своего зрителя. Зульфия Мислаурова, Хаваш Гойгов, Новости 24.